Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Согласно поручениям и указаниям председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и городского штаба по профилактике, передаче и распространению инфекционных заболеваний COVID-19 в столице страны усилены разъяснительные работы по защите населения от инфекционных заболеваний. Созданными группами проводятся встречи и беседы с жителями на рынках, в торговых центрах и на улицах города. В ходе бесед жителям рекомендуется в общественных местах и в местах массового скопления людей в обязательном порядке использовать защитные маски и соблюдать правила гигиены. В Душанбе усиливаются меры по обеспечению соблюдения правил гигиены и обязательного использования масок, так как, несмотря на напоминания врачей и специалистов, не все граждане соблюдают правила. С целью предотвращения распространения инфекционного заболевания COVID-19 6 июля состоялось заседание городского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19. В заседании приняли участие и выступили руководство и представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе, а также руководители и ответственные лица соответствующих городских и районных структур. На мероприятии было отмечено, что, к сожалению, не все душанбинцы соблюдают противоэпидемические меры. В связи с этим среди населения возобновлены разъяснительные работы по предотвращению распространения COVID-19. Отметим, что очередная волна инфицирования COVID-19 охватила многие страны региона и мира, и этот процесс все еще продолжается. Специалисты отмечают, что основной причиной распространения этого инфекционного заболевания является несоблюдение правил гигиены, социальной дистанции, неиспользование медицинских масок, а также отказ от вакцинации. Согласно решению городского штаба, в 4 районах столицы созданы рабочие группы, которые в общественных местах и в местах массового скопления людей проводят разъяснительные работы среди жителей и гостей столицы с целью предотвращения инфекционных заболеваний. Напомним, что в Душанбе проходит кампания вакцинации с целью предотвращения распространения COVID-19 среди людей старше 18 лет. Сделать прививки душанбинцы могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Вакцинация является единственным действенным способом предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19. По мнению экспертов, только сделав прививку, каждый может защитить себя и своих близких от инфицирования COVID-19. Зумрат Файзиева, Рану Азизи. Новости. Доля частного сектора в Таджикистане в валовом внутреннем продукте составляет более 70%. Правительство страны расценивает вклад частного сектора в национальную стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 года как ведущую силу устойчивого экономического развития. О благоприятном предпринимательском и инвестиционном климате в стране расскажет мой коллега Карим Хайдар. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов самани. Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных соглашений на сумму 10 миллиардов самани. С 2013 года до сегодняшнего дня правительство страны с отечественными и зарубежными компаниями подписало 17 соглашений по прямому инвестированию, в рамках которых созданы 15 новых производственных предприятий на общую сумму более 10 миллиардов самани, благодаря чему более 7 тысяч жителей были обеспечены постоянными рабочими местами. В стране принимаются меры по созданию металлургических горнообогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и драгоценных металлов до конечной продукции. Развитие машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более 44 миллиардов самани, что способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импортирующей продукции. Целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции, ускоренной индустриализации страны объявлена 4-й национальной целью. В
стране принимаются оперативные и конкретные меры с целью обеспечения развития фармацевтической промышленности и подготовки специалистов, наделенных способностью использования современных фармацевтических технологий. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь, объем которого составляет сотни миллиардов самани. В настоящее время в Таджикистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений, в которых имеется более 60 видов минерального и неминерального сырья. По словам специалистов, в 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более чем 6500 рабочими местами. В результате в прошедшем году количество промышленных предприятий достигло 2274, и в соответствии с намеченными планами в течение 7 будущих лет их число будет доведено до более 3500, то есть развитие будет составлять более 54%. Карим Хайдар, Дилшод Хушвахт, телевидение, Таджикистан. На международной автомагистрали Душанбе-Чанак работы по асфальтированию в самом разгаре. Так, с мая текущего года работники филиала Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан осуществляют текущий и капитальный ремонт трассы. Основные работы выполнены. Задействованы специалисты и современная техника и механизмы. Кроме того, для скорейшего и качественного ремонта дороги функционируют 4 асфальтных завода данной компании, производственная мощность каждого из которых составляет 70 тонн асфальта в час. В этом сезоне сотрудники филиала намерены выполнить ремонтные работы на участках Варзобского, Зиравшанского и Сагдийского регионов. В целом планируется с помощью 60 тысяч тонн асфальта выполнить ремонт на протяжении 391 190 квадратных метров. По словам специалистов, серьезные повреждения дорожного покрытия на различных участках автотрассы Душанбе-Чанак происходят в результате погодных условий, схода лавин, селевых потоков, камнепадов, а также из-за перегруза большегрузного транспорта. Для предотвращения преждевременного разрушения дороги и инфраструктуры, которое происходит в результате повышения уровня воды в горных реках, работники компании проводят и берегоукрепительные работы. Для этих целей используется мощная техника и высококачественные строительные материалы. Усилия специалистов направлены на использование этой автомагистрали круглогодично с минимальной потерей времени и максимальным комфортом. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.